Жизнь Владивостока, как и положено столице Дальневосточного региона, полна разнообразными событиями. Живут здесь интересные люди, о которых хочется рассказать. В ботаническом саду Владивостока вырастили 10 тысяч тюльпанов, а позже город накрыла снежная стихия. Прошел мощный мартовский снегопад. Но погода не стала преградой познакомиться с интересной историей педагога-наставника из Якутии, которая вот уже много лет работает во Владивостоке. Обо всем этом подробно расскажем в нашем материале. Весна – время пробуждения природы. Главный цветок весны и приближающегося праздника – это тюльпаны. И в преддверии Международного женского дня в ботаническом саду Владивостока вырастили 10 тысяч тюльпанов разных сортов. И, конечно, большая часть из них пойдет на продажу. Стоимость зависит от сорта тюльпанов. В среднем цены варьируются от 70 до 90 рублей за цветок. Ежегодно в оранжерее ботанического сада института высаживается более 30 сортов тюльпанов, как для выгонки к 8 марта, так и на партерах участка ботанического сада. Процесс посадки луковиц тюльпан, он достаточно растяжимы по времени, да, если мы знаем, что если на улице садить тюльпаны, то их необходимо высаживать осенью, то есть всю зиму они находятся в покое. Дальше наступает у них период цветения и летний покой, когда после цветения они уже сбрасывают листья. Когда тюльпан идет на выгонку, несколько технология другая. Нам же надо его получить именно вот к празднику, к 8 марта, или как мы это делаем к нашей ежегодной выставке. Выставляем разные сорта тюльпанов. Процесс начинается в ноябре месяце, когда луковицы тюльпанов отправляются в холодильники для охлаждения. Там они находятся примерно 1,5 месяца. После этого их высаживают в специально подготовленный грунт, в ящики и заносят в помещение, где держится температура примерно плюс 4 градуса. После того, как тюльпаны там находятся примерно месяц, их начинают выносить в более теплое помещение, где они начинают свой рост. Ну и уже температура регулируется в этом более теплом помещении. Либо мы им притормаживаем рост охлаждением этого помещения, либо наоборот помещение нагреваем, чтобы тюльпаны начали быстрее расти. В оранжерею гости приходят за эмоциями, ароматами, провести время в компании цветов и растений. Когда ты оказываешься в оранжерее, неважно какое время за окном, попадаешь сразу в лето. Сегодня я приехала посмотреть на тюльпаны. Очень красивые. Открыла для себя абсолютно новый вид, даже того, чего я не подозревала, что есть пионовидные тюльпаны, есть стронги, которые очень большие, и они даже, я их даже не видела никогда, я не встречала. Очаровательные тюльпаны розовые с черным глазком. Ну, то есть ты понимаешь, что мир есть, солнце есть, весна есть, цветы, любовь. В преддверии 8 марта это просто замечательно. Наслаждаешься жизнью, красотой. Чтобы тюльпаны простояли долго, нужно ставить их в очень холодную воду, менять ее часто и подрезать стебли. А главное, чем прохладнее помещение, в котором стоит букет тюльпанов, тем дольше он будет вас радовать. Владивосток накрыл мощный снегопад. В Приморье 12-13 марта было объявлено штормовое предупреждение из-за циклона с сильным мокрым снегом и порывами ветра до 27 метров в секунду. Сильный снег в дальневосточной столице шел более суток. Высота покрова составила 30 и более сантиметров. Дорожники в усиленном режиме продолжают расчищать дороги от последствий разгула стихии. Непогода привела к росту числа аварий на дорогах дальневосточной столицы и не только. В городе работает более 200 сотрудников дорожно-патрульной службы, а расчисткой дорог занимаются более 150 единиц снегоуборочной техники. Самые сложности это на самом деле заключается только в наличии транспорта на автодорогах. Это самая главная проблема. Людей предупреждают заранее, что не выезжать, но все-таки не придерживаются этого сигнала и выезжают на дорогу. Тем самым мешает проведению дорожных работ по очистке снега на дорогах. Конечно же, работает техника снегоуборочная, но также есть и специалисты, которые работают лопатами, очищают тротуары, труднодоступные места. Пешеходные дорожки, лестницы. Неудобства в передвижении испытывают не только автомобили, но и пешеходы.
Хоть расчистка улиц идет практически круглосуточно, но сил явно недостаточно. Поэтому многие тротуары и пешеходные зоны завалены непроходимыми сугробами. Ситуацию усугубляет опасность схода льда с крыш зданий, из-за чего пешеходы вынуждены периодически идти по проезжей части. Очень много снега выпадает. Месячная норма, скажем так, наверное, за сутки, за двое суток. Ну и дорожная служба города Владивостока хоть и выезжают ночами, работают, но не справляются. За ночь, например, расчищаются центральные дороги, а придомовые территории чистят, например, управляющие компании. Но, к сожалению, вот сегодня я на работу добиралась минут 40, когда обычно минут за 15 я доезжаю до работы. Сегодня пришлось подольше постоять на остановке, ехать на автобусе до работы. Хоть снегопад в марте – это всегда ожидаемое событие для Владивостока, но подготовиться во всеоружие к нему бывает очень сложно. Это связано как с особенностями рельефа города, так и с огромными человеческими и техническими ресурсами, необходимыми для борьбы с последствиями стихии. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. По всей стране запланированы масштабные мероприятия, которые демонстрируют важность профессии учителя и педагога. В современном мире огромное количество разнообразных профессий. Некоторые из них появились совсем недавно, некоторые уже много лет назад. Одним из главных и уникальных является профессия учителя. Это человек, который необходим всем и каждому. Алла Афанасьевна – пример добросовестного и ответственного отношения к работе. Она уже много лет учит детей играть на фортепиано. Делает свою работу творчески и с любовью. Сама она родом из Якутии, всегда с теплотой вспоминает своих наставников и педагогов. В профессии музыкального педагога или преподавателя фортепиано очень большая специфика и редкая вообще специфика музыкального преподавания. Потому что в нашей профессии преподаватель имеет особое значение. Потому что обучение у нас индивидуальное. Мы занимаемся отдельно с каждым учеником. И со мной также занимались индивидуально. И поэтому вот такое тесное общение, личное общение приводит к тому, что мы очень сближаемся со своими учениками. И, конечно, педагог очень влияет таким образом, имеет большее влияние на своего ученика, чем это происходит в коллективе, вот в общеобразовательных школах, когда там целый класс учеников. И, конечно, это накладывает большую ответственность на наставника. Но и в то же время мы, как ученики, я себя так тоже вспоминаю ученицей, через всю свою жизнь проносим вот это вот влияние, вот это воспоминание об учителе. И я, например, с огромным почтением, уважением и любовью вспоминаю вот своего наставника из Якутии, первого моего учителя профессионального. Это Майя Ивановна Иванова. Любовь к искусству Алла Афанасьевна передает через поколение. Она училась у нашей героини более 10 лет назад, а сейчас уже вводит своего ребенка к ней на занятия. Так как я сама училась у Аллы Афанасьевны, то и сына решила отдать обучаться к Алле Афанасьевне, так как она очень грамотный, очень опытный педагог. Вот. Мы ее очень любим просто. Лёва хотел обучаться музыке. Вообще он с самого детства, вот там, как только научился говорить, он все время пел. У него очень хороший слух, музыкальный. Ну, в общем, очень музыкальный ребенок, поэтому у нас просто не было никаких сомнений. И мы уже сразу решили, что он пойдет в музыкальную школу. Профессия учителя является одновременно почетной и очень ответственной. И такие педагоги, как Алла Афанасьевна, могут служить примером для молодых учителей. Ведь за ее спиной много благодарных выпускников, которые достигли успеха в своей деятельности. Владивосток традиционно ассоциируется с изобилием морских деликатесов, но добывать их можно не только в море. Вот уже несколько лет в городе работает настоящая морская ферма по выращиванию гребешков, мидий, устриц и трепангов. Вкусные морепродукты – это визитная карточка Владивостока. Их можно не только поймать или достать, но и вырастить. Причем без потери вкусовых и полезных качеств. Все благодаря уникальной технологии воспроизводства. Это и есть наш огород, наших 75 гектар.
На ферме предусмотрен полный цикл выращивания и производства морепродуктов, начиная от создания икринок и моллюсков в лабораториях, заканчивая выпуском в естественную морскую среду обитания. Сначала проходит этап размножения в бассейнах, специально подготовленной водой, которая прошла очистку. Происходит процесс оплодотворения в этих бассейнах. Вслед мы взращиваем личинок, молоть получаем. Потом, когда молоть достигла своих таких жизнестойких стадий, мы высаживаем их в море. Это касается и трепанга, и устрицы, только у трепанга используется несколько другое оборудование для оседания, для сбора оседающей молоди. Ну, а у устрицы тоже чуть-чуть оно отличается. Но в целом сам процесс несколько сходен, поскольку и те, и другие на стадии личинки едят микроводоросли. Мы их активно выращиваем здесь. А после все отправляются в море. Что касается мидии и гребешка, то они весь свой жизненный цикл проживают в море. Они рождаются в море, растут в качестве личинки, молоди и там же достигают товарных размеров. От нас лишь только требуется вовремя выставлять специальный субстрат, на котором мы собираем, например, мидию. Ну, в общем-то, они на них и достигают своих товарных размеров. А что касается гребешка, то наша бухта подходит только для донного воспроизводства или пастбищного воспроизводства гребешка, поэтому мы также собираем малышей гребешков, высаживаем их на площадку донную, и там они в течение 3 лет растут, достигая своих товарных размеров. Помимо того, что это очень вкусно, это еще и полезно. Например, в трепанге содержится 40 элементов таблицы Менделеева, которые так необходимы организму. А в устрицах огромное количество минеральных веществ – железо, медь, кальций, йод. Было интересно узнать, как выращиваются эти морские млекопитающие именно в условиях фермы, морской фермы. Потому что мы живем на море, и как бы хочется знать более подробно. Понравился рассказ девушек, что очень грамотно и в то же время популярно так рассказали, что было интересно слушать и не сильно заумно. Вот, и понравилось посмотреть сам процесс, как выращивают, лаборатории. Потом, во-первых, уже, ну, это следующее, то, что животные, как они в каких условиях выращиваются, и поддержать в руках, как бы, вот это было интересно. Морепродукты с фермы поставляются в центральную часть нашей страны, направляются в Москву и Санкт-Петербург. Также ими закупаются многие рестораны Приморского края. Импорт зарубежные страны, такие как Китай, планируют возобновить в связи с открытием границ и восстановлением потерянных из-за ковида продовольственных цепочек.